Мирас в переводе «наследник». Я считаю себя наследником наших предков. Конь исторически являлся путеводителем для наших батыров, средством передвижения. Это, наверное, в крови каждого казаха, поэтому мы должны чтить традиции, не забывать и развивать это дело. Бабушка рукоделиями занимались. Дедушка у меня был пасечником. В моих генах тоже это, наверное, течет. Помню самую первую уздечку, вплоть до трензеля, все было из веревок. Но это все работало, и мне это нравилось, что это и сотворил я сам. Мы ездили по селам, искали мастеров с сырьем. У нас были большие проблемы. Почему, да, кавалерийское седло? Полководец Буденов использовал это седло для кавалерии, для своих войск. Он это взял у алтайских казахов. Основание каркаса – казахское происхождение. Но когда мы это поняли, у нас открылось второе дыхание, и мы вложили все свои силы, чтобы получить седло. Карагач – твердое, надежное дерево. В восточных регионах они используют в основном березу. Металл российский, кожа, к сожалению, тоже российская. Но это все придает долгосрочность. Стараемся делать все вручную. Есть своя кузня, свой столярный цех, цех сборки. Но в будущем есть в планах производить войлок и кожу. Все думают, взяли трубу, приварили и согнули деревяшку и сделали лыжу. Нет, это целый процесс. На сборку одного седла уходит 1 день. Седло в первую очередь должно быть удобно животному, а потом уже всаднику. Если седло наше удобное, то есть наш верный друг конь довезет нас куда надо. Одинаковый должен быть сруб дерева и при сборке ровная диагональность седла. Очень важно, чтобы само седло равномерно легла на лошадь. Лошадь не может высказаться, да, но какие-то определенные жесты, мимики можно узнать, комфортно ли чувствует себя лошадь или нет. Используются 3 швейные машинки. У каждого своя роль, своя толщина иглы. На одно седло примерно уходит 150-170 дециметров кожи. Под каждого всадника сама сыромять подстраивает форму. Сыромятная кожа, она имеет эластичность и долговечность. Нитка, она может порваться. А сыромять, чем дольше, она тем твердее. Наши предки это знали. Самый первый заказчик у нас был с Западного Казахстана. Через 2 дня звонок. Седло не ложится на лошадь. На следующий же день я прилетел к ним. И оказалось, просто они седло поставили задом наперед. Изначально это уздечки и седло, а потом уже стремена, надгрудники, надхвостники. Вот это основное наше производство. Наши сотрудники все делают с любовью, чтобы это все передавалось как лошадью, так и всаднику. Я перепродавал седла с соседних республик. И в один прекрасный день я был вынужден обратиться к производителям, чтобы они улучшили качество. В ответ я получаю такие слова: «У вас нет выбора». Это меня очень задело. Я поставил себе цель. Мы покажем и докажем, что ремесленное дело в Казахстане существует. На 2017 год 90-95% товара по конной амуниции это был товар импортного происхождения. Я могу гордостью сказать, что этот показатель на 30% уменьшили. Почему потребителю выгодно работать с нами? Да? Потому что мы отвечаем за свои слова. Мы в Казахстане, мы никуда не уйдем. Всемирное общество защиты животных категорически против, что наши всадники режут животного. Поэтому разработали свою модель тренировочного муляжа для игры кокпар. Спортивные федерации Казахстана, также соседних стран, они используют наш муляж. Россия, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан. Легкой работы не бывает. Когда свое дело нравится, забываешь усталость. Сейчас 21 век. Все, слава Всевышнему, живут хорошо на машинах. Но, тем не менее, конные прогулки, общение с лошадью никто не отменял. Поэтому сейчас люди стараются купить лошадь, хорошую амуницию. В связи с карантином, пандемией всемирной,
Когда все организации в городах и в мегаполисах закрывались, мы, наоборот, начали набирать рабочий штат. Увеличили производство, развитие отечественной продукции. Это является целью номер один. В планах увеличить торговые точки как в Казахстане, так и, так скажем, в соседних государствах. Найти умельцев, привлечь инвесторов, готов выслушать мнение каждого гражданина, который хочет внести какую-то лепту в производстве, в развитие именно ремесленного дела. В первую очередь надо верить в себя, не бояться никаких преград. Не надо останавливаться на достигнутом, всегда вперед.